Танец как способ миропонимания, как социальная надстройка и возможность общения без слов. Элемент традиционной осетинской культуры, который жив и по сей день на улицах города, на свадьбах и на сценах лучших концертных залов страны и мира. Здравствуйте! В эфире программа, посвященная столетию образования Северной Осетии. И сегодня мы поговорим о том, как меняется наша хореография, какое сакральное значение имел и имеет танец. Здравствуйте! В первой части нашей программы, я думаю, что следует поговорить об этнографии. И мне интересно, какое сакральное значение имел танец в обрядовой ритуальной жизни осетин? Есть категория танцев, которая непосредственно связана с обрядом, с ритуалом. Они так и называются, обрядовые. Вот, например, танец цоппай. У Махарбека Туганова и описание, и даже есть картина маслом известная. Этот танец, безусловно, сакральный, потому что он посвящен осетинскому покровителю грозы Василла. И исполняется он по строго определенным поводам. И в этом случае сакральность, она лежит на поверхности. Все участники прекрасно осознают этот момент. А есть другая категория танцев, которые называются общественными, и которые связаны с таким общественным институтом, как кашт или игаст. Можно подумать, что они совершенно секуляризованы, да, что они сакральности лишены напрочь, потому что они носят во многом, на такой поверхностный взгляд, бытовой характер. Но дело в том, что эти танцы были привязаны к определенным обрядам. Вот, например, такой обряд, как общественное моление, куфт. Мы часто об этом даже не вспоминаем, но ключевая фигура во время танцев общественных был распорядитель, чехри, кегри. И танцы, которые исполнялись во время кувда, они не могли открыться просто по какому-то желанию. Нужно было пойти к старшим, попросить разрешения. Мало того, нередко кто-то из старших, он сам выходил открывать эти танцы. И в этом отношении тоже присутствует сакральность, потому что танцы оказываются приурочены, привязаны к обрядовому молению. Когда-то я читала, что в остинской культуре, если так можно сказать, самые архаичные — это все-таки массовые танцы, потому что в традиционных обществах все-таки преобладало вот это коллективное над индивидуальным. И вот почему именно так все происходило? Я как-то по-другому себе представляю. Да? Мне кажется, что наиболее архаичными являются танцы, которые по своему характеру являются подражательными, имитационными. Например, к счастью, даже сохранилась запись аутентичного исполнения, не эстрадного. Это танец индюк, гогушек. Да, который был зафиксирован Махарбеком Тугановым в конце XIX века. Там есть рисунок характерных движений, да, пара, как раз парный танец. А потом был такой вокка, джатив, да, затята. И до нас дошла запись. И хотя там, конечно, он выступает в роли хореографа, да, это неизбежно. В целом этот танец аутентичный. И этот танец очень архаичный, потому что он в своей основе имеет пантомиму. И интересно, что гогуш, индюк, да, то есть пара изображает ухаживание. Это птица, которая попала в Европу после открытия Америки. Да, вот она по-русски называется индейка, то есть к индейцам нас отсылает. А остинское название гогуш — это тюркское гогюз,
И, кстати, там еще есть в семантике не только индейка, но и павлин. Да, тоже диковинная птица. Это пример эволюции танца. И вот эта эволюция, обновление, оно необходимо для того, чтобы в новых условиях танец продолжал оставаться актуальным, чтобы танец им соответствовал. А если теперь мы попробуем как бы дальше к истокам обратиться, то, скорее всего, там был Тетерев, потому что Шаугарк по-астински. И Тетерев – это эндемик, то есть это птица, которая является местной для Кавказа. И Тетерев, он похож и по повадкам, и по внешнему виду на индюка. И если вот для индюка характерно, что он, когда сердится, да, то он вот раздувается, нахохлится, начинает так кудахтать сердито, мотать своим красным носом. У Тетерева тоже есть очень характерная особенность. Тетерев, когда такует, да, когда вот эти рулады свои исполняет, он полностью теряет голову. То есть он тоже птица очень влюбчивая. И в целом для хореографии можно даже говорить о том, что это ее основа. Это брачные игры. И эти брачные игры, они подсмотрены в природе, да, потому что кроме птицы там есть еще и растительные образы, и животные, зооморфные. Вот когда во время исполнения танца мужской партии танцор становится на носок, да, то, судя по всему, это копыта. И он тогда в образе оленя. Девушка, вот опять же, если исходить из костюма, да, судя по тому, что у нее на рукавниках и по краям платья изображен окопник, она в образе русалки, дочери Донбетера, потому что окопник по-астински называется Донычеш. И вот это, собственно, и есть архаическая основа, которая дошла, к счастью, до нас. Но наша задача из вот этих фрагментов, да, разрозненных элементов собрать в одно целое. И, в общем-то, эта задача сегодня она вполне решаема. Вы сказали, что это непосредственно связано с дзерасой, с русалкой. И в связи с этим у меня вопрос. Как мифология осетинская влияет на хореографию? Вот такое мудреное слово есть семиозис. Да? То есть это некое пространство, наполненное какими-то однородными смыслами. И вот этот семиозис, он обнаруживает себя в самых разных областях. То есть одно и то же, один и тот же смысл, он может присутствовать или в архитектуре жилища, или в костюме, да, или вот при исполнении какого-то обряда. И в том числе это, естественно, обнаруживает себя и в танце. И если вернуться к вашему примеру с дзерасой, да, то дзерасу мы в основном знаем по эпическим текстам, да, словесным, повествовательным, нарративам. А теперь представьте, что вот эти же самые сюжеты и образы, да, они присутствуют и в хореографии. То есть хореография рассказывает то же самое, но рассказывает языком танца. Или можно сказать, что этот же сюжет присутствует и в обряде. Но это будет тогда уже обрядовый текст. И вот уже да, мы успели заметить, что танец с обрядом связан. И само исполнение танцев, оно либо носило чисто обрядовый характер, либо было с обрядом связано, приурочено к нему, обрядом как-то обусловлено. Не случайно вот сохранились записи, воспоминания, что танцы устраивались таким образом, чтобы старшие во время моления могли за танцорами наблюдать. То есть это как бы был такой органичный составной элемент. И при этом они между собой совещались и определяли, кто заслуживает поощрения.
кто заслуживает выделения. И его подзывали, и вот почетный бокал нуажан. То есть, опять же, видно, что связь очень тесная. Или мы можем видеть, что выбор места для танцев, да, вот кашт, вот эта площадка, она могла быть тоже как-то связана с культовыми сооружениями. Есть известная фотография танцев в Даргавсе. И там вот совершенно ясно видно, что место, которое выбрано, оно находится у подножья башни Мамсурова. Башня всегда играет особую роль, фортификационную, оборонительную, хозяйственную, но и культовую тоже. Не случайно Шатана, когда пекла свои вот эти 3 лепешки на меду, чтобы вознести молитву, она поднималась на верх башни. И в этом смысле башня оказывается осью мира или лестницей, которая ведет на небеса. И танец привязан, потому что все пространство, оно наполнено вот этими смыслами. То пространство культурное, в котором мы живем, оно в плане смысловом бедное, да, даже в каком-то отношении пустое. Оно воспринимается нами самими как пространство сугубо бытовое. А традиционная культура в целом относится к пространству совсем по-другому. Там даже есть вот такое понятие, как гетерогенность пространства. То есть разные локусы в пространстве, да, места, они друг от друга отличаются, они разнородны, потому что они наполнены разными смыслами. Вот лес, да? Лес – это переход из вот, мира культуры, да, в мир природы, в мир стихии. Там, где опасность, там, где можно заблудиться. Это мир, не освоенный человеком. Ну и так далее, и так далее. Если говорить об осетинских массовых коллективных танцах, то у него в первую очередь, конечно же, вспоминается щимт и соппай. И какую роль в осетинской хореографии играла форма круга, форма солнца? Я снова тогда вынужден вам возражать. Почему? Потому что круг – это не солнце. Круг связан с грозой. Это начало творения. Вот эта субстанция влажная, которая воплощает представление о хаосе, которое предшествует творению, она лишенная признаков, да, структуры. И начало творения, да, вот перехода к порядку космическому, в плане природном, это гроза. Потому что гроза бьет сверху вниз, и гроза задает уже вот это пространственное измерение. Появляются признаки верха и низа. Гроза освещает вот эту тьму. Гроза вносит в эту тьму звук. То есть сначала это связано с происхождением музыкальных инструментов. То есть вот треск грозы – это трещотки, карцгананта. То есть музыкальные инструменты, они имитируют грозу как некую мистерию. Да, вот принцип симфонизма основной. Это движение от тьмы к свету, да, вот у Бетховена в симфонии. И этот принцип, он же присутствует и в мифологии. И гроза, вот помимо того, что я уже сказал, да, еще гром, да, то есть это дала, это бубен, да. Гроза при этом обозначает центр, да, поскольку это ось. И вот это пространство, куда бьет гроза, она же достаточно широко охватывает. То есть вот это пространство освещенное, да, оно уже наполняется некой такой благостностью. Все пространство гроза не может освоить. И поэтому вокруг центра образуется вот эта условная окружность, круг.
Вот это периферия, это граница между вот этим миром культурным и миром природным, стихийным. И гроза в плане состава музыкальных инструментов, там же еще есть и духовые, да? То есть ударные, вот, духовые. А духовые инструменты – это переход от урагана к ветру, который уже не выворачивает деревья. Это тоже природное наблюдение. Да? То есть перед грозой бывает ураган, который пыль поднимает, который выворачивает деревья с корнями. Вот эти деревья, которые вывернуты, их подхватывают уаиги. Они вот носят их, как дубину на плече. А уже сама гроза, там уже вот гром уже задает некую такую угасающую амплитуду с сильной долей. Это своего рода такт такой. И сама фактура музыкальная, она формируется под влиянием вот этой мистерии. И во время грозы происходит разделение. Круг – это слитное состояние. Тань – это хоровод, во время которого допускается телесный контакт, да? То есть, при том, что очень строго, нельзя даже прикасаться. А здесь наоборот, очень тесный контакт. И круг замкнут, цикл, нет ни начала, ни конца. А потом расходятся. Потом отдельно мужчина, отдельно женщина. А потом каждый находит уже свою пару. Да? Сначала они слитные, потом они разделились, потом пару находят. И в Щимде у нас присутствует и громовержец. То есть раз мы пытаемся вот этот грозовой сюжет перевести в план хореографии, да, то мы говорим о музыке, да, о музыкальных инструментах, мы говорим о рисунке танца, о лексике танца. И тогда нам нужно для полноты картины идентифицировать громовержца. А это и есть чехре, это распорядитель танцев. И у него посох в руке. Вот посох – это, с одной стороны, признак его власти, а с другой стороны, это и, да, жезл, конечно. И это и вот такой предмет, соответствующий грозе, то есть молнии. И она у него в руке. Солнце, вот эту нашу картину, оно дополняет пространство. Еще сторонами света. Вот эта пространственная ориентация, она уже связана с Солнцем. И тогда у нас тоже появляется солярный герой. И вот в традиции характеристикой персонажа является и костюм, конечно, но еще и важную роль играет атрибут. И если посох, жезл, вот то, что по-астински называется лазак, это громовержец, то атрибутом солярного героя является плетка, ехш. Потому что плетка связана с конем. Это уже всадник. Конь – это и есть солнце. Говоря о танцах, нельзя не обращаться вот, да, к сопутствующим каким-то элементам традиции. Да? Это вот этот самый семиозис. То есть смыслы, они выражаются разными способами. Практически никакой танец. Ну, есть, конечно, исключения. Нельзя представить без музыки. И какой была музыка для астинских танцев в старые времена и до появления в Осетии вот нашей любимой Канзалфандыр, ну, вот, которая сейчас уже является традиционной? Что сопровождало вот, кашт или другие подобные мероприятия? Если обратиться к архивным материалам,
что мы чаще всего встречаем наигрыши, которые исполняются на кишенфандере, конечно же. Это обязательно были и ударные инструменты, трещотки, которые обязательно отбивали ритм. Но встречаются также записи и на духовых инструментах, но значительно реже. Я думаю, что наиболее распространены в традиции были музыканты, которые владели именно игрой на кишенфандере. Конечно же, мы можем услышать и наигрыши, которые исполняются в ансамбле, это кишенфандер, духовой инструмент какой-то, допустим, ваденс, и опять-таки трещотки. Я помню еще, когда я была маленькая, трещотки уже не были так сильно распространены, но ритм всегда непременно отбивался. Это были или палки на тумбочке Да, какой-нибудь да, или да. стуле. На доске. На доске, да. Или, допустим, во время каких-то праздничных мероприятий и вилками обязательно отстукивали. Ну, то есть ритм присутствовал тоже обязательно, да. Ну и, конечно, да, хлопки обязательно тоже. Но наиболее распространены именно наигрыши на кишенфандере, так как, например, дуадештанонфандер больше использовали уже в таких камерных как бы мероприятиях, это когда исполняли нартовские сказания, он больше был характерен для сопровождения эпических сказаний. А что касаемо самой музыки, как она появлялась, именно мелодика? Остинская музыкальная культура очень богата, и на один и тот же танец существует огромное количество наигрышей. Это известно, что в каждом селении, в каждом ущелье был свой вид наигрыша. И, конечно же, неизменным остается обязательно ритмика, неизменным остается гармония, которая присуща только осетинской, например, музыке, точно так же, как и ритмический рисунок, который мы непременно можем определить по ритмическому рисунку, осетинский ли это танец или осетинская это мелодия. Но наигрыши, они были очень разнообразные. Поэтому сейчас мы их так и можем определить. То есть отличаем один наигрыш от другого только по названию их локальной распространенности. Туальский симт, кударский симт и так далее. Что касается, как появлялась эта музыка, это, наверное, сложный вопрос, но я думаю, что любой музыкант, он воспринимал определенный, знаете, такой костяк какой-то, элемент от того человека, от которого он учился играть в музыке. А дальше люди в традиции, они, конечно, не переступая определенных, как сказать, таких границ, они создавали какой-то свой индивидуальный наигрыш, и который передавался с последующим исполнителям, которые также привносили некие свои какие-либо элементы. Но сейчас, к сожалению, к большому, наигрыши используются, я бы сказала, вот одни и те же из раза в раз, потому что, наверное, какие-то в определенное время какие-то казались более яркими, и их исполняли чаще, какие-то казались менее яркими и, к сожалению, стали забыты. Но изучив архивные источники, мы можем понять, насколько у нас богатая музыкальная традиция. И знаете, что я еще отметила для себя? Вот взяв один и тот же наигрыш, который был записан там, в 30-е годы, потом в 40-е, в 60-е, современная запись, они, конечно, очень отличаются. Да, мы можем узнать эту музыку, но эта музыка сильно отличается от той, которая была раньше. И самая главная отличительная особенность, что мы замедлились, очень сильно замедлились. То есть если это танцы раньше исполнялись в традиции, на открытом воздухе, и люди не переживали о сценическом каком-то оформлении этих танцев, то со временем, когда танец перешел на сцену по большей части, и люди стали обучаться танцам не на каште, как раньше, да, то есть такой традиционной передачи навыков вот этих танцевальных был не кашт, а стали танцевальные кружки, ансамбли. И у нас большинство танцев, не большинство, а в принципе те танцы, которые сейчас у нас, можно сказать, существуют в традиции, это их сценические формы. То есть как такового фольклорного танца, к сожалению, на сегодняшний день в Осетии нет.
Мне бы еще хотелось бы спросить про рисунок танца и про орнамент. То есть сейчас, как вы сказали, у нас практически все танцы, они сценические, и их ставят профессиональные хореографы, балетмейстеры. А как эти рисунки, эта геометрия появлялись в старину? Ну, я думаю, что главный геометрический рисунок, как уже Тамир Казбекович указывал, это, конечно же, круг. И определенные от него уже другие какие-то элементы. Но те элементы, которые сейчас существуют в сценической форме, многих этих элементов не было. Вот даже взяв элемент, который сейчас танцуют, исполняя хонга кафт, это так называемые стрелки. Если мы посмотрим человека, который не учился танцевать в ансамбле, то они совершенно иначе эти стрелки танцуют. Ну, например, турецкие осетины, опять-таки, та небольшая часть, которая не обучалась, допустим, вместе с черкесами в ансамблях, у них по закрытому углу они танцуют стрелки. У нас сценический элемент — это открытый угол. Если вы посмотрите на записи и вообще на людей, которые танцуют традиционно осетинские танцы, то они не стоят на месте и не рисуют эти стрелки. Они двигаются по кругу, и получается, знаете, такой элемент постоянного движения по закрытому углу, но по кругу. Конечно же, в сценических формах удобнее и зрелищнее, когда это открытый угол, когда мы направлены лицом, мы стоим на одном месте и направлены лицом к зрителю. И вот многие элементы сценические, они появлялись именно из-за этого, именно для того, чтобы сделать танец более зрелищным и направленным на зрителя. И, к сожалению, практически вся молодежь, она исполняет именно сценические формы осетинских танцев. Вы упомянули Остин в Турции. Года 3 назад мы тоже отправлялись в такую киноэкспедицию, и один из ярких деятелей остинской общины, Айтек Кубатиев, он рассказывал, что их танцы осетинские немного отличаются от наших. Я знаю, что у вас тоже есть научная статья об этом. Вот насколько хореография анатолийских осетин отличается от местной хореографии? Мы в 2015 году тоже были в экспедиции в осетинских селах Турции, и их старшие рассказывали, что в определенный момент времени они просто перестали танцевать, они перестали играть на музыкальных инструментах. Это было связано с влиянием таким турецким, и в большинстве случаев это религиозным влиянием, что это было запрещено у них. И через какое-то количество времени им пришлось эти навыки восстанавливать и заимствовать у черкесов. И вот сейчас, наблюдая за танцами, которые исполняет их молодежь, это по большей степени, конечно, заимствование, черкесские заимствования. Однако вот в последние годы силами их диаспоры, и в частности организации вот Алан Вакфи и непосредственно Садридина Кусаглу, у них создан ансамбль, и сейчас они учатся именно танцевать, опять-таки по нашим танцам, то есть по нашим записям, опять-таки по нашим постановкам. У них так же, как и у нас, именно вот этой традиционной передачи навыков танцевальных, у них ее тоже давно не существует. А те, что танцуют в селах еще молодежь, по большей степени там идут заимствования черкесских, к сожалению, элементов. То же самое я могу сказать про их песни. Они пели нам только либо репертуар Балаева, это 80-е годы, когда уже у них появилась возможность, какая-то была связь с Осетией. Никаких старинных наигрышей они не знали. Мне все-таки хочется вернуться к танцам, которые исчезли, допустим, такие как соупай, например. И почему так получилось, помимо того, что у нас одна из главных причин, некоторые танцы, они, можно сказать, ритуальные сугубо, и мы не можем, или некоторые танцы не такие яркие, которые не предназначены для сцены. Почему все-таки так получается, что какие-то танцы, они канули в лету? Вы отвечаете, да, на вопрос. Вот был женский танец, Уштыты-Кафт. Он был связан с вызыванием дождя. Кто сейчас будет таким образом регулировать осадки? Проблема на самом деле даже не в том, что сокращается репертуар, а проблема в том, что уходит характер. А
характер напрямую зависит от содержания. И вот эта утрата содержания, она началась с того, что, на мой взгляд, мне тоже хотелось понять, когда перешли к эстрадным танцам, то вывели за скобки фигуру распорядителя танца в чехле. А эта фигура ключевая. То есть он, как тогда казалось, мешал воспринимать танец зрителю, сидящему в зале. А тем самым ушел вот тот стержень, да, на котором танец держался. Вот мы говорим о щимде, да? В чехре это громовержец. Если нет распорядителя танцев, то уходит ключевая фигура. Вот благодаря этому распорядителю фактически, да, происходил переход от цоппая, да, сугубо обрядового танца, к танцу общественному. Потому что он восполнял то, что в обряде было поводом, да, он здесь своей фигурой олицетворял, да, обеспечивал присутствие вот этого источника самого сюжета. И если мы вот такое объяснение принимаем, то становится понятно, что нужно сделать, чтобы восстановить основу танцевальную. Да? То, что хореография будет развиваться, да, своими разными путями на эстраде, в этом сомнений нет. И этому ни в коем случае нельзя никак препятствовать. Но, вот опять же, возвращаясь к традиции. В традиции было такое понятие – коллективная цензура. Таким естественным путем что-то отсеивалось, а что-то сохранялось. И вот для того, чтобы связь между истоком, да, и вот современной эстрадой не прервалась, вот этот аутентичный танец, он должен присутствовать в пространстве, он должен быть реконструирован. Мало того, все наши танцы, они фактически являются элементами одной большой пьесы. То есть это был театр эпико-мифологического танца. Это был театр стихийный, да, самодеятельный. Он был привязан к определенному месту. Там не было труппы, которая, да, входила в какой-то штат. Там не было администрации. Но там были все те элементы, которые в театре присутствуют. То есть там была сценография, там был реквизит. Вот почему не танцуют танцы с кинжалами, как раньше, да? Потому что не носят больше кинжалы на поясе. Вы имеете в виду Не где-то на сцене. помимо сцены? Да, да. Это Да и на сценическое. кафеле неудобно как-то, знаете. Да, и на кафеле невозможно. Если мы к записям обратимся, да, то вот во время общественных танцев как начинали танцевать танец с кинжалами? Просто каждый из присутствующих отдавал свой кинжал, а потом их возвращали. Не стало кинжалов, танец перешел только на сцену. Да и там эти шляпки, да, гвозди мешают. Вот пример Вока Джатиева, да, о котором я говорил, при том, что он выглядит таким танцем, он фольклорный. То есть запись фольклорного танца у нас есть. И мы видим характер этого танца, да, и мы видим то, насколько там богатая драматургия. При вот кажущейся простоте, да, там есть элементы хонга, там есть элементы щинда, там есть пантомима, они показывают, там есть элементы танца с кинжалами, то есть это громовержец. Там даже есть момент, когда вот он берет под ручку, и они вот так как бы в присядку.
Это они верхом, вот на лошадях. Наша задача суметь прочитать эту хореографию. И там уже как бы основные параметры заданы. Там же и музыка, кстати. Вот. То есть там исполнение, оно тоже непрофессиональное. И там отсутствует фигура распорядителя танцев, да, потому что все-таки, судя по всему, этим распорядителем уже становится хореограф. Он темп, да, программу составляет, рисунок определяет. Но там есть в этой записи маймули. То есть там есть образ, который является воплощением хаоса. Вот то, о чем я вам говорил. То есть обязательно в пространстве культуры должен присутствовать дозированный хаос. Это энтропия. Если хаос полностью отсекается, останавливается движение, развитие. И вот там этот образ представлен. И он действительно мешает им танцевать. И это образ ряженого, Сашкомджан. И опять интересно, как традиция устроена, да, как она сама себя регулирует. Даже если изначально во время танцев не было специально вот предусмотрено, что кто-то будет в этом образе, то поскольку это происходит в рамках обрядового моления, да, то кто-то почему-то вот всегда перебирает лишнего. И его всегда тянет туда, где танцы, где музыка, да, где смех, где радость. И он тогда сам добровольно берет на себя вот эту роль вторгшегося хаоса. Да, смотрите как. Нет дирекции театра, да? Нет программки, в которой все бы это было расписано. Но сами обстоятельства, в которых это действо происходит, они естественным путем восполняют все те элементы, которые нужны. И здесь можно долго и довольно подробно рассказывать. Как вы думаете, есть ли дальнейший какой-то научный потенциал в изучении остинского фольклора, учитывая, что уже очень много написано и тем же Виленом Муарджати, и Схурбаевой Ксенией, и даже Васо Абаевым и другими? Я думаю, что это ошибочное мнение, что очень много материалов на эту тему. На самом деле по теме осетинской хореографии материалы практически отсутствуют. То есть те, что вы назвали, Ксения Григорьевна не занималась осетинскими танцами практически, за исключением ее вводной статьи в книге Грикуровой. Но что касается мифологической основы, здесь мы благодарны Тамиру Казбековичу, он этим вплотную занимается. А что касается именно самой хореографии, у нас нет ни одной специальной работы. Есть описательного характера работы, да, это и Туганов описывал, и у Алборова они описаны, но это просто описание. То есть нет ни одной научной работы, которая именно с научной точки зрения бы описывала и элементы танцевальные, и хореографию, и музыкальное сопровождение. То есть есть у меня небольшой раздел моей диссертации, который описывает некоторые виды танца, и то в силу моей темы научной, только танцы, которые присутствовали на свадебном каште и во время свадебного обряда, но не более того. Поэтому это, я так могу сказать, что абсолютно непаханное поле. И, к счастью, у нас сейчас есть один хореограф, который поступил в аспирантуру и собирается заниматься этой тематикой. Я надеюсь, у него будут работы на эту тему, и он будет не единственный, потому что действительно благодаря таким работам мы сможем их восстановить в виде старинные танцы. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Спасибо, что объяснили такие важные понятия. С вами мы прощаемся. Ну а для наших зрителей мы подготовили материал моей коллеги Анны Сопоевой, после чего мы снова вернемся в студию и обсудим настоящее и будущее остинского танца.
танец, в котором каждое движение носит свое сакральное значение, в котором говорят, но без слов. Этот танец щимт. Говорят, там, где танцуют щимт, обязательно есть влюбленный. По крайней мере, так было у наших предков. Именно во время щимта у молодого человека была возможность признаться в чувствах, сохраняя при этом видимость равнодушия. Ведь о разговоре никто не должен был заподозрить. Это считалось позором. В системе общественных событий танцевальная культура в осетинской традиции во все времена имела важное социальное значение. Во время съезжих пиров, которые непременно посещали юноши и девушки, достигшие брачного периода, происходили очень значимые события. Все танцевальное действо было сопряжено с семантикой брака. Важно отметить, что обучение искусству танца было предусмотрено этикетными нормами в осетинском обществе, потому как благодаря этому юноши и девушки познавали сакральные смыслы традиционной культуры. Щимт не раз упоминается в сказаниях о нартах. В одном из таких сюжетов описывается, как эпические герои соревнуются в танце, пытаясь завоевать сердце гордой красавицы. Чаще, конечно же, симт используется в обрядовой культуре, которая имеет отношение к традиции испытания жениха. И эти сюжеты из нартовского эпоса нам хорошо известны. Достаточно популярен танец симт и в инициальных обрядах. То есть любой обряд перехода, да, непременно завершался танцем симт, что символизировал конечный результат инициального обряда. Важно отметить, что щимт имеет несколько разновидностей. Один из них – двухэтажный танец, который исполняли вокруг зажженных костров. Осетинский художник Махарбек Туганов отмечал, этот вариант был известен под названием нартон щимт или аттагуэлакафт. Также упоминается, что еще в 70-е годы XIX века среди осетин был распространен и трехярусный вариант. Так, второй ярус мужчин поднимал на свои плечи молодых жеребят и бычков, которые, как считалось, обладали силой, быстротой и легкостью. Помимо щимта нартов существовали и другие виды танца – тымбыл щимт и нагуай щимт. В них уже наряду со взрослыми мужчинами принимали участие юноши, с течением еще небольшого времени – девушки. Это массовый танец. Часто мы на сцене 16 пар до 20 пар танцуем, да? А то и на свадьбах танцевали и 100 пар разного возраста. Потом они от особого, где-то застолья была, да, старших, да, они оттуда, уходя симдом, да, аж выходили на улицу, там опять возвращались. Потом, значит, подтанцовочки делали к старшим. Старший вставал к ним с пирогами, и ромнаженкими урасадыштево с бокалом, их приветствовали. Так вот это было. До того я это много раз видел еще пацаном, когда я в Нарте жил, это часто, вот этот обряд, они всегда это делали. Сегодня творческие коллективы республики, в том числе и Государственный академический ансамбль танца «Алан», стараются сохранить в своих постановках все традиционные элементы, как, например, круг, который использовался в тымбыл щимт. Насчет рисунка танца надо подходить очень так строго. Там не должны быть, вот, допустим, какие-то хороводы, как в других коллективах, как в «Березке», искусственные какие-то. У нас есть такие расходы, общий круг, вот это, и тогда это от характера не уходит. Сегодня щимт плавно перетекает в хонгакафт, или танец приглашения. В старину его исполняли только одной парой. В таком варианте он бытует в народе и в наши дни. Мы танцуем танец народов Кавказа, и у нас каждый танец подразумевает свою манеру. То есть если мы танцуем Осетию,
хонга кафт, будь то симт, то это про величие, про сдержанность, у девочек плавность, мягкость. Если же это дагестанский танец, то, естественно, четкость движений, азарт, совершенно другая манера. Также в последующих танцах. То есть это приходит с опытом, со временем. Нужно перевоплощаться с одного образа в другой. Это большая работа над собой, над актерским мастерством, что приходит с опытом, да. Мастера танцевального искусства отмечают, зрителю сложнее передать даже не сам хореографический рисунок Шимта, а характер. Для правильного артистичного исполнения требуется немало времени. Для меня Шимт – это что-то духовное, что-то истинное, то, что идет изнутри. Я считаю, что этот танец человек должен пережить, чтобы передать зрителю и, в принципе, прочувствовать сам его. Шимт нельзя танцевать так, как просто он поставлен по рисунку и ходить просто по рисунку. Ты должен в него вжиться, должен его прочувствовать и передать полностью свои эмоции и зрителю, и своей партнерше. Твоя партнерша должна полностью прочувствовать твоя духовная внутренняя составляющая. О Шимте высказывались многие деятели искусств. Так великий французский балетмейстер Серж Лефарь назвал этот танец шедевром. Режиссер и народный артист Советского Союза Дмитрий Алексидзе неповторимым в мире. Балкарский поэт Кайсын Кулиев – танцем великой нации. Так оно и есть. В нем проявляются величие, красота и мудрость богатейшей культуры осетин. Здравствуйте, спасибо большое, что сегодня уделили нам время. И первый вопрос у меня может быть слегка провокационный, но чего не хватает сегодня осетинской хореографии? Кто будет отвечать? Там больше никто не сидит. Наверное, все-таки, грубо говоря, пропаганды осетинской хореографии, потому что есть какие-то все-таки критерии, обязательные в хореографии. Уже не говорю за образование, естественно. Осетинская хореография — это, как всегда говорили, сакрально, в первую очередь. Во-вторых, это все-таки должно быть не только повторением кого-то, чего-то. Это должно быть, во-первых, родное. И все это передается, конечно же, уже на человека, непосредственно на артиста. И артист это должен понимать, артист это должен знать, в артиста должны это вложить. Конечно же, это все от руководителей зависит. Вы сказали, что осетинская хореография — это что-то сакральное, и понятно, что в Алан приходят уже более-менее взрослые люди, которые как-то сформированы и понимают, что они танцуют и для чего они танцуют. А как с этим вопросом обстоят дела в детских и в юношеских коллективах? Как донести до подрастающего поколения, что это не просто танец, не просто зрелище и набор каких-то движений? Когда дети в основном приходят к нам в возрасте от 6 и до 9 лет, иногда старше. Естественно, детям надо рассказывать обо всем, показывать, рассказывать историю народа, историю культуры, о предках наших, откуда все это пришло. И показывать артистизм обязательно, объяснять, что такое танец Шимт. Маленькие дети, они в основном не танцуют Шимт, но все равно надо им рассказывать, что такое Шимт, что такое хонга кафт, чтобы они понимали, почему это и как, и откуда это произошло все, откуда к нам пришло это. И постепенно к ним это приходит. Алана, как вы думаете? Возвращаясь к вашему первому вопросу, чего не хватает сегодня Что не хватает, да? Вы спросили, осетинской хореографии. В продолжении то, что Сергей сказал, не хватает внимания правильного. На примере вас могу ответить на этот вопрос. Вы красиво одеты сегодня, по-женски, как это положено. И мы, адекватные люди, видим, что все эстетично на вас, да? Но есть девушки, которые одеваются
Не совсем правильно, и мы бы им такую оценку не дали. Вот в хореографии сегодня так. В тот день, когда наши руководители, да, причем все вне зависимости, разбираются в хореографии или нет, они будут способны увидеть правильную осетинскую эстетику танца, то они приоритеты будут расставлять, и они будут на пьедестал выводить правильных людей, награждать правильных людей, популяризировать их, то, о чем сказал Сергей, правильная будет пропаганда. А сегодня мы просто наблюдаем очень часто, что даже когда руководители, которые отвечают за культуру в общем, они хотят, на самом деле хотят, у них есть порыв сделать доброе дело, но из-за того, что они не различают этикет, условно говоря, хотя бы осетинский там, от неосетинского и так далее, то они, помогая, наоборот, вредят. Вот как только мы получим правильных руководителей, которые влюблены в осетинскую хореографию, и они видят, что такое осетинский танец, какая в нем эстетика, как должен ребенок танцевать, как должен взрослый танцевать, каким должен быть солист ансамбля «Алан» и так далее и тому подобное, вот тогда наступит то самое возрождение. А что касаемо эталонов или стандартов, вот вы сказали, как должен танцевать солист, каким должен быть солист, на кого мы должны равняться в этом смысле? Наверное, на ансамбль «Алан» получается? Ну, более того, мы, кстати говоря, являемся большими наследниками. И у нас есть имена, вот мои коллеги их перечислят вам, на кого мы должны ориентироваться. И все кинохроники тоже, они есть, пожалуйста, то есть есть на кого ориентироваться. Ну вот те люди, которых вы сейчас имеете в виду, они успели и застали тех хореографов, таких как Хаджисмел Варзиев, которые могли вот эту фольклорность танца, если можно так сказать, сочетать с академичностью и с такой сценичной плоскостью. Как сегодня нужно хореографам, балетмейстерам ставить осетинские танцы, чтобы они сохраняли в себе осетинское, но при этом сочетали академичность? Тут такая небольшая проблемка есть. Мы живем в 21 веке. И, конечно же, я буду говорить, отталкиваться, наверное, все-таки с 1936 года. Менялось очень много всего. Естественно, с каждым руководителем приходило что-то новое, не отходя, конечно, от своего. У каждого балетмейстера все-таки свой вид на все происходящее. Но в современном мире мы обязаны удивлять зрителя, наверное, все-таки зрелищностью. Да. Это, наверное, знаете, какая ситуация. Сейчас многие артисты берут, вот, как говорит Алан, не с тех, с кого нужно брать пример. То есть, если вы хотите танцевать осетинскую хореографию, то вы должны отталкиваться, конечно, от наших и выпускников. Не будем даже кривить душой, это и маленький Джигит тоже таким же является, потому что он ровесник ансамбля. Все-таки разноплановые артисты, это в любом случае неизбежно. Они разноплановые, наверное, в силу природы своей. Школа — это самое трудное, наверное. Это разных людей поставить одинаково. А если ты уже его в свободное плавание хочешь отпустить, то это уже, ну, наверное, твой минус будет. Государственный ансамбль не имеет права этого делать. Самодеятельных коллективов, конечно, это немножечко смягчается все. Но, наверное, все-таки мы должны равняться не только на будущее, а, наверное, и на прошлое все-таки. Ну, это неизбежно. Вот вы говорите 21 век, и нужна зрелищность, нужно как-то зрителя привлекать, но как сохранить вот эту грань, чтобы не ансамбль шел на поводу у зрителя, а наоборот был эталоном и показывал, как нужно? В первую очередь, естественно, это желание. Желание руководителя, желание балетмейстера, желание артиста. Это тоже огромный талант руководителя сделать так, чтобы желание преобладало. Постоянная, бесперебойная работа. Работа именно в зале, работа с артистом, не отвлекаясь ни на что, ни на кого. То есть отдача такая совершенная должна быть. Ну, это мое мнение. А как вы думаете, вот насколько нынешняя осетинская хореография, она отличается от
хореографии Остинской 20-30-летней давности? Вот что кардинально поменялось? Конечно же, отличается, во-первых, техника совершенно другая, молодежь совершенно другая. Вот, ну, как Сережа сказал, 21 век, но мы куда-то бежим, торопимся вперед, хотя, я думаю, иногда надо остановиться и оглянуться назад на наши корни, на предков, откуда к нам это пришло, и все-таки сохранять свою нашу народную культуру, вот, искусство наше, и не терять это. Вот вы сказали про архивные записи. Я думаю, многие наши молодые люди, они не видели, например, того же Алика Хасиева, Альбину Баеву. Но есть такая архивная запись, очень, где они танцуют плавный танец. Вот. И там даже объяснять ничего не надо. Он глазами сказал все. Вот. Зрителю просто объяснять ничего не надо. И вот хотелось бы, чтобы они смотрели эти все записи, вот хотя бы по этим архивным записям равнялись на них как-то, не совсем бежать вперед. Я, конечно, понимаю, стилизация, все это время идет вперед, но все-таки нам надо сохранять нашу культуру, наше народное вот это достояние. Щимт — это наша история. Вот, по-другому никак нельзя. И раньше парень мог пригласить девушку, не было же такого, что ходили на свидание, как сейчас, только танцы. Вот он мог ей шепнуть там на ухо, показать взглядом, что она ему очень нравится. Вот, поэтому мы должны это сохранять все, и когда сейчас наша молодежь танцует щимт, им все это надо объяснять. Вот рассказывать, для чего этот танец и как его надо исполнять актерски. Это маленький спектакль, где надо сыграть, чтобы зритель понял. Вот вы немного затронули тему общения между парнем и девушкой. Да. Сегодня танцевальный этикет, он как-то в какой-то форме преподается в ансамблях? Кстати, с коллегами перед тем, как вот прийти к вам, разогревались, там общались, мы об этом тоже говорили. Конечно, вот что происходит с остинским танцем? Ну, то же самое, что с остинским языком, например. Да? Мы же редко разговариваем на остинском, мы редко танцуем остинские танцы. Потому что то, что популярно, оно вытесняет то, что не популярно. Почему не популярно остинский танец танцевать? Ну, потому что претерпевает такие, так скажем, может быть, эволюции, может быть, не эволюции, но молодежь сегодня делает то, что легче. Ну, это как и в быту, да? Мы же упростили свою жизнь максимально. Ну, вот танец, который легче удается, его легче выучить. Душа быстрее раскрывается, так скажем, порывы быстрее раскрываются, да, то есть он легко понятен. Это как опера и попса, условно говоря. Вот остинский танец — это высокая опера. Чтобы его исполнять, чтобы выглядеть достойно, нужно трудиться. Невозможно, если вы говорите про фольклорный танец, извините за выражение, в пьяном угаре его достойно станцевать. Никого не хочу обидеть, но очень много на Кавказе танцев, которые можно в любом состоянии станцевать, не поддерживая форму и так далее. То есть они абсолютно бытовые, развлекательные танцы. Осетинский танец, он настолько классический танец, то есть наши предки, видимо, были настолько высоконравственными и на самом деле исколесили весь мир и потом поселились на этой земле, что привезли с собой такие части культуры, что преобразовалось, допустим, в хореографии, это реально высокое искусство. И сегодня, чтобы условно одеть осетинский костюм и в нем даже выглядеть достойно, ну, у тебя живот там или там какие-то там лишний вес и так далее, ты уже выглядишь очень смешно. Поэтому, к сожалению, осетинский танец сегодня, он погибает, я не побоюсь этого слова, но есть очень такие, и у нас в том числе, порывы. Кстати, вы правильный коллектив собрали, я не хочу никого обидеть. У нас одинаковый вкус и вектор развития детского остинского танца, взрослого остинского профессионального танца. Нас мало, но мы в тельняшках. Я думаю, постепенно в любом случае белое победит разноцветное, и мы, значит, введем в моду опять классические и правильные вещи. Про детскую хореографию. Я считаю, что у нас сейчас очень мало детской хореографии. В плане постановок даже. Хотя у нас очень много красивой музыки того же Феликса Шалвовича Алборова. Можно делать кучу постановок детских. Ну, почему-то я не хочу тоже никого обидеть, но
что сейчас недавно проходил конкурс у нас в республике, и были не только наши коллективы, но и приезжие. Они его объявили международным. Вот. Я потом разговаривала с руководителем и спрашиваю, что вы танцевали? Абхазский. В общем, несколько коллективов наших танцевали абхазский танец, аджарскую сюиту. Я не услышала, может, кто-то и танцевал, но не было остинского танца. Я считаю, что если коллектив выезжает куда-то за пределы республики на фестиваль, он должен ввести только свои осетинские народные танцы исключительно. И если даже здесь проходит такое мероприятие, мне кажется, даже в положение это надо вписать, что нет, только наши. Если вы участвуете в конкурсе, вы должны танцевать только наши народные танцы. Я не против абхазского, не против. Я обожаю абхазский танец, обожаю кандаган. Но я считаю, что надо нести свою культуру. Алан, вы до этого сказали, что популярное вытесняет непопулярное, и таким образом мы потеряли очень много танцев, которые, допустим, в 60-е, 70-е годы даже восстанавливали многие хореографы, в том числе и в Алане. Вот что сегодня нам сделать, чтобы мы не утрачивали какие-то танцы, а наоборот восстанавливали их? Или просто потому, что у зрителя нет сейчас такого запроса? Запросов как таковых нету, но да, было время, когда это все когда-то восстанавливалось, возвращалось, снова уходило, снова возвращалось. Но опять же, это все зависит уже от хореографа, как от режиссера, как от хореографа. Это все совокупно. Самый главный минус, но это опять же мое мнение, и я думаю, это огромная беда для хореографов, это все-таки переизбыток своих каких-то практик, наверное, взглядов на хореографию. Хореография любит сдержанность, тем более осетинская хореография. Это сдержанный танец. Я не хочу сравнивать с другими народами, где когда-то нам педагог объяснял взять газировку, взболтать и открыть. А тут взять газировку, взболтать и не открыть, это очень сложно. Это касается, кстати, осетинской хореографии, в каких-то моментах. От хореографа, наверное, зависит самое главное – принести в наше время это, но не отходить, конечно, от всех критерий, от всех законов, которые заложили до нас люди. То есть это были великие люди, тут никогда никто не будет спорить. Хореограф, на хореографе все. Исполнение, манера исполнения, постановка танца, музыкальное сопровождение. Хореограф отвечает за все абсолютно. Я же говорю, это тот же самый режиссер, только в каких-то рамках. Поэтому это очень сложно. Я и в свое время студентам тоже говорил, если вы перегораете в композиции, то у вас будущего нету. Да, безусловно, это все дело практики, дело времени. Но в нашей республике очень много лет практики. Было бы желание. Да. Вот вы сказали, на хореографе очень много держится, очень много от него зависит. А вот где та самая грань? До какого момента ты можешь свое творчество пускать и, там, не знаю, менять рисунок, геометрию танца? Вот где нужно остановиться в этом смысле? Это у музыкантов есть такое выражение. Все мелодии давным-давно придуманы. В хореографии, я думаю, придумано только всего лишь, наверное, на сегодняшний день 40%. Но это, опять же, мое мнение. Надо сидеть и работать. Сесть и поработать от души, полноценно, именно мозгами своими. В силу образования, в силу данных твоих. Но тебе нужно работать над этим. Все с воздуха никогда не придет. Но, к сожалению, конечно же, легче немножечко взять
чужого переделать под себя и выдать за свое, конечно же. Это на сегодняшний день это распространенный вариант. Поэтому надо Всё работать над доступно. собой, конечно. Интернет. Надо работать над собой в первую очередь, а потом уже с людьми. Мне все-таки хочется поговорить про орнаменты и про рисунки танцев. Как так получается, что все-таки у разных ансамблей есть свои разные прочтения одного и того же танца? Это вкусовщина или с чем это связано, как вы думаете? Ну, об этом тоже можно говорить. Был советский период, когда зарождались все творческие коллективы, да? И ансамбль «Алан», когда появился. Можно говорить сегодня, потому что сегодня настолько все схоже и друг от друга перенято, и люди вдохновляются одним и тем же. Раньше не было такого информационного посыла большого, да, чтобы мы могли наблюдать друг за другом так вот. Могли регионально, и то нужно было попасть непосредственно на концерт. А сейчас по всему миру ты можешь смотреть на все хореографические коллективы. Соответственно, очень часто, когда смотришь какой-то коллектив, то понимаешь, откуда это взято, условно говоря. В этом смысле и давление большое, то есть на хореографов. Мы черпаем то, что мы читаем, да? Ты смотришь и сам не понимаешь, откуда тебе в голову это прилетело. Соответственно, ты должен тогда, получается, быть настолько осведомлен, чтобы не повторяться, да? Либо этот инструмент использовать так, чтобы он был в твоих руках, твой инструмент. Поэтому, что касается рисунков, сегодня, конечно, ищим превратился в такую, у многих коллективов, в такую геометрическую игру, так скажем, да, и очень часто это смотрится, что главная нагрузка щимда — это вот эти все линии, диагонали, рисунки. Нет, это же не так на самом деле. Щимд, по сути, сегодня он уже должен правильно быть и преобразиться в логическую, последовательную цепочку, можно сказать, из орнаментов или рисунка, в котором должно быть тоже начало, середина и конец, и должно все развиваться, в котором есть сакральные вещи, общеизвестные, думаю, наши историки и, так скажем, искусствоведы об этом более подробно расскажут. Образование в первую очередь, талант во вторую очередь и трудолюбие, о котором говорит сегодня Сергей. Если эти три качества есть в профессионале, который ставит тот или иной танец, рисунки будут логичны, и они будут отличаться от других и народностей, и коллективов. Это очень сложная история. Собственно, поэтому у нас она и плохо получается. Почему были великие хореографы? Вот, к слову, Алана, не было ни интернета, ничего не было. Не было даже, наверное, телефонов. Люди это брали из книг, люди это брали из своего, естественно, общего развития. Это были великие хореографы. И без них, конечно же, наверное, и нас бы здесь не было бы. Поэтому удивить, вернемся к началу разговора, зрителя, это нужно тебе очень сильно постараться. Когда приезжал Суцкер ставить «Орлиное племя» в ансамбле «Алан», он просил, чтобы его отвозили в горы, вот, и он наблюдал за орлами какой-то промежуток времени, и потом только он ездил по республике, он наблюдал за орлами, вот, потом только он начал заниматься постановкой. Но это вот пример такого человека, о котором я говорил. Казалось бы, русский человек, который приехал в гости к нам и для нас поставил правильный академический осетинский танец, потому что мы на него смотрим и понимаем, что да, это осетинская манера исполнения, хоть там и классические элементы есть, и музыка не такая уж и в какой-то степени народная, да, она тоже уже написана композитором. То есть прошла эволюция, но осетинское содержание не потерялось. Сегодня на самом деле настолько все уже, всего много, и наши кавказские народности настолько переплетены в плане культуры, что мы уже можем уверенно заимствовать друг у друга, допустим, даже лексику, да, хореографическую. Но в чем главная задача нас? Даже то, что мы переняли, это должно быть по-осетински. Осетинская манера, осетинская музыка, осетинский костюм и так далее. Но если постановку, значит, сотворил художник и сотворил хореограф, композитор, он всегда опирается на прошлое, на фундамент музыкальный, народный, хореографический, на художественные орнаменты, значит, костюмы и так далее. Все, что зарождал народ. И это все является точкой отсчета профессионалов, которые должны не заблудиться в этом поиске, а именно правильно оттолкнуться, и чтобы эти ингредиенты правильно, значит, собрать, и получился осетинский продукт, но уже усовершенствованный, академический, который вышел на сцену.
Вот как-то так. Люди должны знать вообще, что значит слово «эпос». Если они его не слышали, то вы вряд ли ему что-то объясните. Но опять же на наших плечах такая огромная ответственность, что даже неграмотному человеку, который сидит в зале, который, скорее всего, даже не знает, кто такой Батрас, кто такой Суслан. Я не говорю, что это колоссальное, огромное количество людей, конечно же, это многие знают. Но углубиться все-таки можно. Ну и нужно, скорее всего. У меня такой вопрос. Если взять ансамбль «Алан» на, скажем так, в самом начале его происхождения, в конце 30-х годов, то в «Алан» приходили люди из самодеятельности, ну, я имею в виду в сам ансамбль, танцоры. Они были из колхозов, из заводов. У них не было никакого специального профессионального образования. То сегодня практически все танцоры в ансамблях, таких как «Алан», они все проходили какие-то ступени от маленького джигита и потом через Иристон или Горец, и потом попадают в «Алан». Можно ли сказать, что сегодня мы, скажем так, на ступень выше наша культура общая, хореографическая? Безусловно. Говорили всегда мои старшие, когда я был молодой, они всегда говорили в один голос: да, вы технически, конечно же, нас превосходите, но вы не превосходите никогда нас сценически, актерским мастерством и, естественно, душой иногда, в некоторых случаях. Да, все правильно. В ансамбле «Алан» первые составы набирались с обычных профессий, сельскохозяйственных, с обычных семей, с обычных домов. Но они же набирались откуда-то. То есть это одаренные люди были. Это были люди статные, это были люди красивые. Наверное, все-таки это и заложило фундамент этому. Ну, опять же, руководитель сделал все правильно. Все правильно. Поэтому старт был удачный. И он, дай бог, он будет продолжаться. На сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, молодежи неинтересна хореография. Ну, наверное, все-таки люди переживают за свое будущее. Я с айтишником не поспорю, естественно, потому что сейчас это самые богатые люди считаются. Хореография — это все-таки для души. Для души. Если ты влюбился, если тебе родители дали это в детстве, если тебе руководитель дал это в детстве, то ты будешь продолжать этим заниматься. Но какой бы ни был артист, какой бы он ни был одаренный, какой бы он ни был сценический, в ансамбле «Алан» всегда его должны сделать так, чтобы он был похож на ансамблевского. То есть мы переделываем практически все. С любого коллектива, с любой республики, как и на сегодняшний день. Да. Это самая главная оценка и самый главный факт в школе, что школа должна оставаться единой. И ее невозможно поменять, как сейчас делают многие хореографы. Нам дали очень много. И понять дали, и показали нам, что вы должны стоять вот так, вы должны смотреть вот так. И это фундамент, от которого нужно отталкиваться. Ваши наставники говорили вам, что технически вы сильнее, но как сегодня вы, как опытные хореографы, можете ответить на вопрос, как сегодня научить детей и подрастающее поколение взгляду, сценическому мастерству? Возможно ли это? Как ребенку это ребенок? Ну, все равно на каком-то таком детском уровне. Будет улыбаться, там глазки. А когда уже они подрастают, уже более, когда становятся юношами, девушками, тогда можно, конечно, уже им объяснять, что надо как-то глаза опустить, где поднять, где опустить, манера. Вот это все уже, конечно, надо объяснять. С телефона поднять вверх. Да. Ну вот если вы про детей говорите, да? Ну, все дети, они дети прекрасные, да, так скажем. Но вот, допустим, если мы говорим про хореографию остинскую, вот все детские коллективы, они разные.
руководители у них разные, атмосфера в коллективе разная, хореография разная, приоритеты разные. Допустим, если руководитель поклонник грузинской хореографии, да, то дети будут по манере такие. Если поклонник вайнахской и так далее, осетинской. Так вот, если говорить об осетинской хореографии, то очень часто же бывает так, что какие-то танцы, допустим, технические или, может быть, в плане зажигательности осетинские, они проигрывают другим танцам, да. И каждый руководитель, может быть, для того, чтобы удивить как-то зрителя, да, он отодвигает свое в сторону, ну, якобы это такое черно-белое, и берет более красочное, да, и он в этом потихоньку тонет. И осетинское в его жизни уже превращается во второстепенное. Это то, что сегодня произошло со всеми детскими и взрослыми коллективами в Осетии. Это очень плохо на самом деле. А вот здесь о взгляде вы говорите, о поведении. Это все зависит от атмосферы. Какая атмосфера в коллективе, какие там правила, манера исполнения. И это много критериев, которые выводят глаза, лицо и поведение ребенка на сцене. Очень важно, вот Жанна Константиновна сказала, что страдает детский осетинский танец. Потому что дети копируют взрослых на сцене. И манера, конечно, и грим уже, там, и танцы, и хореография, и так далее. Все-таки есть школьная программа в школе, да, есть уже высшее учебное заведение. Здесь тоже такая же грань. И ее нельзя нарушать. Потому что когда ребенок — это ребенок, я не говорю, что нужно там ограничить его, если он технически там выпуклый, допустим, да. Но опять же, это в культуре, в поведении и во всем остальном. Детский танец, взрослый танец, профессиональный танец. У всех есть свои грани. Детская хореография должна быть детской. И поведение, соответственно, понимаете, да? Они и в обществе сегодня себя так ведут, вальяжно, дети. Потому что и танцуют взрослые, движения делают и так далее, и так далее. В любовь играют открытую на сцене. Поединок танцуют дети. Ну, потому что дерутся ставят им за такие барышню. танцы. То есть, это неправильное воспитание. Да. Но это должны контролировать. Допустим, кто-то решил организовать такой среднестатистический, не знаю, вот осетинский ансамбль юношеский, детско-юношеский. Какие, на ваш взгляд, танцы обязательно должны быть в любом таком ансамбле осетинский? Если юношеский, тогда обязательно щимт, хонга, наши танцы. А помимо Обязательно щимт. Какие, это понятно. Вопрос как? Да. Вот как и на каком месте они там. Да, то есть, вот говорили про школу ансамбля «Алан». Она же как, там же сколько было руководителей? Это же не так было, что один ключи взял, другому передал, там, те же самые, да? Постоянно ключи менялись, замки менялись. Я сейчас говорю про то, что разный подход. Хореограф был такой, у него была у самого школа другая, иная. Он был не из ансамбля «Алан», он оттуда пришел и так далее. Но время обтесало этот камень так, что он стал вот таким, отличается. Это ансамбль «Алан». То есть те много хореографов, они привнесли, но они, каждый из них перенимал у следующего, и появилась осетинская школа под названием ансамбль «Алан». На самом деле сегодня, если... Вот я уверен в этом, что каждый из нас, если мы, я не знаю, соберем 10 коллективов Северного Кавказа, да, оденем их в одинаковые одеяния, оденем на них всех маски, под одну и ту же музыку, один и тот же рисунок будут танцевать, мы ансамбль «Алан», скажем, это ансамбль «Алан». Да. Только по осанке, по стилю танца, по движениям рук, ног, взгляда и так далее, и так далее. Это называется школа. И вот для того, чтобы она преобразовалась, да, естественно, наша вся осетинская хореография, там, щимт, хонга, круговой и так далее. Но как это будет преподноситься, с каким смыслом, с каким содержанием, это большой вопрос. Сейчас просто я добавлю, конечно же, есть такое понятие в хореографии, и есть такое понятие в ансамбле «Алан». Есть классическое исполнение, классический танец, не в прямом смысле классический танец. То есть симт в любом случае отличался раньше. Да, но есть еще такое глубокое понятие, как фольклорный танец. Фольклор, он сейчас, к сожалению, никому не интересен. Ну, мы его не видим нигде, потому что фольклор — это такие, как вот Жанна Константиновна, наверное, застали вы, Хазаронта,
Хашмела Петровича Варзиева. Шой, да, Шой, Шой, да. да, все. То есть Что еще танцуем? Шой танцуем, да, еще. Но Иногда. это называется обрядовые, фольклорные понятия все. И они-то и несут все. Они все несут в культуре. Вообще человеку объясняют, что это такое. Но сейчас, наверное, все, я вернусь назад, все простое, все легкое и доступное. Фольклор — это, конечно, очень сложно. Чтобы его вернуть, ты должен сам как минимум быть начитанным и знать абсолютно каждый уголок своей культуры. Осетинские танцы, они неразрывно связаны с музыкой. И как вы думаете, есть ли сейчас смысл осетинских композиторов, которые сейчас есть, писать какую-то музыку для осетинских ансамблей, или же нужно все равно опираться на то, что уже у нас есть, на что-то народное? Ну, вообще музыка — это бензин осетинского танца, понятно. Это вот мы сейчас постоянно упираемся, каждый ваш вопрос, мы находим проблему в проблеме. И музыка такая, у нее такие же проблемы сегодня, такие же проблемы абсолютно. И для хореографа, если нет музыки, нет вдохновения, нет направления, да? Поэтому перед тем, как что-то поставить хореографу, он должен услышать музыкальное произведение. Или открыть книжку и увидеть эту партитуру, да, если он владеет. Опять же, внести какие-то коррективы, потому что мы знаем, что популярные хореографические номера не создавались вместе, хореограф и композитор. Но вот сейчас скажу так. К сожалению, опять, вот музыка какая сегодня? Самое частое, опять же, мы открыто говорим, да, вот что наблюдается, это соседние наши республики, они преуспевают в красочных аранжировках, красочных популярных музыках там, и так далее, добавляют всякие современные биты и так далее, и так далее, и музыка становится, ну, реально очень зажигательной. По-осетински говорят «мардер шпацани макавсани», да? Но мы в этом смысле немного проигрываем, так скажем. Соответственно, мы танцуем под то, что есть. Но если у нас только серый хлеб, мы будем кушать все серый хлеб, условно говоря, да? То есть сейчас так, пища музыкальная, она вот такая, соответственно, хореография тоже такая. То есть в основном сегодня это адыгея, адыги, черкесы, они преуспевают в этой музыкальной, значит, истории. И вайнахи, Дагестан, вайнахи. То есть их музыка заполонила сегодня все интернет-пространство, наши телефоны, все, что мы друг другу пересылаем, там есть фоном идет, так скажем, музыка наших братских народов, и мы очень любим эту культуру. Кстати, осетины отличаются от всех тем, что мы очень сильно любим культуру наших соседей, и мы ее берем, пользуемся, радуемся, и она настолько уже вжилась в наш социум, что некоторые подростки, они уже реально думают, что это и наша культура в том числе, кстати говоря. Это тоже большая проблема. Поэтому вот если возвращаться опять к музыке, конечно, нужно. У нас крайне мало композиторов, потому что это, к сожалению, не популярная история. Если бы государство позаботилось об этом, учредило большие гранты для того, чтобы написал красивую осетинскую композитору, получил существенный гонорар, поставил хореографический номер, существенный гонорар. Кто-то сейчас скажет, вот опять все упирается в деньги. Сегодня все упирается в деньги. Абсолютно. Мы идем на работу, если там есть маленькая зарплата, мы не идем на эту работу. Поэтому я хочу сказать, вот ансамбль «Алан» все часто привыкли критиковать и бить, так скажем. А я вот возьму на себя ответственность и скажу спасибо вот в лице вот своих коллег и всех тех, кто там сегодня работает, потому что сегодня на такси работать это намного выгоднее, нежели работать в ансамбле, который называют первые лица и государства, и региона визитной карточкой республики. Как может артист балета визитной карточки республики быть низшим социальным слоем нашего населения? Не может же? Вот когда эти все, значит, моменты выровнятся, осетинская культура возродится, и хореографическая, и музыкальная. Все тогда будет возрождаться. Поэтому и поуходило очень много талантливых ребят с ансамбля «Алан». К сожалению. К сожалению. Я могу сказать, И лично очень я не в жаль. этой индустрии, я уже долгое время не в этой, хотя меня многие знают по хореографии, только потому что, семья, дети, перспективы, и в этой сфере, в Осетии, невозможно зарабатывать деньги. Где-то я прочитала, что к 1941 году у ансамбля «Алан» уже было около 25 танцевальных номеров, но там еще были музыкальных, какие-то хоровые, потому что раньше ансамбль был песни и танца. Сегодня сколько в репертуаре? Ох, ну,
Наверное, если в общем говоря с нынешними Работающих Да. постановок. работающих, это, ну, пускай будет 25. Да. Конечно же, их очень много. Они и в архивах, они никуда не делись. Нам просто нужно их достать и вернуть. Но опять же, это уже дело каждого человека. Ну, за последние 3 года у нас появились, ну, около 5 постановок. Есть такой нюанс, только 2 остинские. Да. Ну, ансамбль «Алан» всегда этим и отличался. Ансамбль «Алан» отличался среди кавказских коллективов тем, что он может станцевать абсолютно любой танец любого народа. Я не говорю повторить его идеально, потому что я считаю, что если ты сможешь повторить его идеально, тебе нужно с детства ходить в коллектив, чтобы ты понимал ту или иную культуру. Много постановок было и соседних государств, и зарубежных народностей. Это все было. И ансамблю «Алан» не было никаких трудностей его сделать, показать, даже поехать на какой-то конкурс, привезти какую-то медаль. Но изначально, конечно же, это была чистая Осетия, потому что Осетия все-таки... лично я считаю, она не раскрыта еще, потому что она, с одной стороны, очень сложная, с другой стороны, она до такой степени простая. Но это уже, наверное, дело практики, потому что есть такое понятие «все гениальное – это простое». Так что это нужно идти к этому. Мы стараемся, конечно же, прибавить к программе ансамбля Осетию. По крайней мере, я стараюсь это сделать. Наверное, в скором будущем вы увидите мою работу. Ну, Жилга, опять же, это мой взгляд, мое, наверное, видение на этот танец, потому что Жилга как таковой – это круговой танец. Постараюсь удивить, наверное, новым вас. Будем ждать. На что нужно обратить внимание? Когда нынешний ансамбль «Алан», он зарождался, он был ансамблем песни и пляски. И в репертуаре не было много хореографических номеров, потому что были вокальные номера, исполнял хор и так далее, были совместные номера. А потом, когда коллектив перестал быть ансамблем песни и пляски, он был только хореографический коллектив. Соответственно, репертуар нужно было как-то наращивать. Тут появились и соседствующие культуры, так скажем, приглашенные хореографы, да, различные постановки и так далее, и так далее. И не нужно было, чтобы все танцы были осетинские, потому что высидеть концерт из дивертисмента осетинских танцев, это и неправильно, и не совсем нормально. Это как сесть, допустим, и слушать только одну классическую, допустим, там, монотонную музыку весь концерт. Но она в любом случае в одном темпе, поднадоест, да. Поэтому здесь в чем самая главная суть? Сегодня в репертуаре ансамбля «Алан», когда там и традиционно есть различные кавказские танцы, просто особняком должен стоять осетинский танец. То есть программа должна выстроена быть так, и осетинский танец должен преподнесен быть так, чтобы он был особняком, и он воспринимался так, что это наша культура, это наша хореография. Тем самым, я не говорю искусственно занизить хореографию других народов. Нет, надо постараться сделать так, чтобы вознести свое, правильно это и режиссерски показать в нужное время и в нужном обличии, так скажем. Да, как великий балетмейстер, великий хореограф говорил Хашмил Петрович Варзиев, если вы создаете коллектив и вы берете за основу ансамбль «Алан», то есть это вы уже априори хотите сделать другие танцы, вы обязаны сделать свою хореографию. К великому сожалению, его слова пропускались мимо, потому что человек проделал огромнейшую работу, причем не только в республике, он и в соседних республиках тоже огромную работу провел. Это правило, я так думаю, и правило, оно правильное. У меня тогда вопрос ко всем. Как вы думаете, можно ли вообще предположить, какой хореография остинская, сценическая будет через 20 или 30 лет?
Дай Бог, чтобы она была. Это я сразу скажу. Мы надеемся, что она будет на очень высоком уровне, и она не будет отставать от другой. Просто мы должны сохранить нашу народную хореографию. Вот, и, по-моему, от всех от нас это будет зависеть. Просто сохранить ее. И все. Я думаю, что она будет именно в таком же состоянии, как и сейчас. Надеюсь просто, что мы в какой-то степени повнимательнее будем относиться к своим корням. И она разделится. Это осетинский, наш осетинский исконно-классический танец, и нечто новое, поиски хореографов, эксперименты, в которых, может быть, зародится новое осетинское, которое заберет народ и будет использовать в быту. Тогда это станет опять бонусом или там новой какой-то историей. Потому что сегодня как происходит? Раньше хореографы смотрели в народ, черпали оттуда, брали на сцену. Сегодня мы называем народным танцем то, что мы взяли уже со сцены в быт. Вот какие-то преобразования тоже произойдут, потому что надеюсь, что профессия хореографа и профессия артиста балета, в данном случае ансамбля «Алан», она станет популярной, престижной. Да? Вот раньше говорили, по проспекту, говорят, идем, и идет, значит, артист ансамбля «Алан». И все на него оборачиваются. Первое, почему? Значит, он выездной, он бывает за границей, да? Он популярный, В кожаном плаще. он уважаемый, он, значит, бывает и общается с интересными людьми и так далее, да? Надо поднять авторитет профессии. И тогда за собой это все потянет, и будет успех. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что поделились своими мыслями. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.